Бүгін біз Идел елғасы ойына янына келдік. Һәм дә инде МЧС хезмәткәрләре белән елгага чыгабыз. Бирдә үз эшләрен бик яраткан балыкчылар янына килеп туктарбыз. Хәзер беләсез, боз калынлыгы 5-6 см гына булган кайбер җирләрдә Идел үзегез беләсез белеп булган. Шулай булса да, кайбер балыкчылар үзләрен жәлләмичә, гаиләләрен жәлләмичә шул бозга чыгабыз. Әле монда күпме машина җыелган. Һәм әлеге машиналар безнең балыкчылар машиналары. Ә биредә инде үзләре балыкчылар. Карагыз әле, монда бер 60-тан артык кеше бардыр. Шесть-семь сантиметров. Просьба, значит, покинуть лед. Вот вам памятка, ее, пожалуйста, изучите. И происследуйте, пожалуйста, на берег. Лед недостаточно крепкий, структура неоднородная льда. Пожалуйста, на берег. 4. Тренде принимать участие сотрудники полиции, сотрудники ГИМС, сотрудники ОСЛО, сотрудники отдела обеспечения общественной безопасности. Вот лед замерили, местами толщина менее 7 сантиметров. Вам рекомендуют сейчас покинуть лед в целях вашей же безопасности. Хорошо? На первый раз будет выписано предупреждение, второй раз уже штраф. Хорошо? Самим не страшно выходить на лед? А почему может быть страшно, если такая толпа вон там на глубине сидят, а я у берега, что я должен бояться? Сейчас до них дойдем тоже. Тут 1,20 м глубины, я не утону, Понятно. я только вымокну, все. Ну холодно. Я не рискую туда идти. Все понятно. А вообще любите, да, рыбалку? Конечно, это же отдых на природе. Лед вроде держит 110 килограмм вес, не трещит, нормально. Ничек чыгалардыр монда. Кайбер җирләрендә су бит инде җәмәгать. Вы рыбалкой давно занимаетесь? С детства. С детства? А зовут вас как? Валерий. Валерий, а вот сейчас еще рано ведь, еще вот снег только лед стал. Понятное дело, мы же в курсе этих делов. Но вот душа же болеет, Так. тянет на все на все. Тянет на лед? Ну, конечно. А почему? Зачем? Ну, мы ж такие мы вот рыбаки. Всю жизнь вот так вот делаем. Зная даже опасности. Конечно, знаем, а как же не знаем. А зачем? Вот холодно, ветер, зачем это нужно? А зачем тут все продают? Вот этот барахло, зачем? Валя, а вы слышали, да, случаи, когда люди действительно погибали прям? Конечно. Я сам сколько раз нырял. А, вы тоже проваливались? И как ощущения, расскажите, что вы чувствовали? Конечно. Приходило ощущение такое, что однажды даже подряд какая-то штука полезла. Сначала я не понял испуг, то, что со мной произошло. А потом, когда домой приехал, видите, Рядом кто-то был, кто-то спас? пошли его за эту штуку поймали. За эту штуку. За капюшон вытянули. Я так провалился, так ноги раскинул, так лежу в воде там, не могу выбраться. Пенсионер, что? Сил нет. Миңа калса, андый уйлар, андый шөгыльләр язмышларына төкереп карау дигән нәрсә.